Селям алейкум, здравствуйте. Родной язык – это основа самоидентификации, это важнейшая составляющая нашего культурного наследия. На самом деле это огромное сокровище наших предков, которое мы обязаны сберечь. Родной язык – душа народа. Тема нашего эфира сегодня. И мы традиционно начинаем с сюжета и вернемся в студию. Язык – душа народа. Это не просто крылатое выражение. С помощью него любой народ из поколения в поколение передает свое мировоззрение, свои ценностные ориентиры. С помощью языка мы не только общаемся, передаем мысли, но и выражаем образовательный, духовный и культурный уровень. Язык народа – зеркало его души, основа культурного наследия. Речь – это не только инструмент для общения между разными людьми. Значение родного языка в жизни человека имеет куда более важное и глубокое значение. Он является носителем культуры, менталитета, традиций и истории каждого народа. Язык – это изюминка Родины, его душа. Знать родной язык – это большое счастье. Это дает человеку очень многое. И уверенность в себе, и чувство гордости за достижения в области духовной культуры своего народа. А ведь это крайне важно для человека. Крымско-татарский язык относится к тюркским языкам, входящим в алтайскую семью языков. С 2014 года является одним из государственных языков Республики Крым. Язык богат тремя диалектами – степным, южнобережным и средней полосы. Появление единого литературного языка связано с деятельностью просветителя и издателя Исмаила Гаспринского. До 1927 года крымско-татарский язык пользовался арабским алфавитом. С 1928 года был переведен, как и другие тюркские языки СССР, на латиницу. В ходе кампании по кириллизации письменности народов СССР в 1939 году крымско-татарский язык был переведен на кириллицу. На сегодняшний день специалистов-филологов по крымско-татарскому языку готовят два ведущих образовательных центра – Крымский федеральный университет имени Владимира Вернадского и Крымский инженерно-педагогический университет имени Февзи Якубова. Значение нашего родного крымско-татарского языка – это проявление подлинного чувства национального достоинства и высокого уровня личной сознательности. Он является главным инструментом сохранения и развития духовной культуры народа. С самого рождения ребенку прививают знания, навыки, которые помогут в жизни. И именно речь – это одно из наиболее важных умений, которым овладевает маленький человек. Знание и понимание языка, его законов и правил, любого и особенно родного – это первое и самое важное, что необходимо человеку для личностного становления. Исмаил Асанович, телеканал «Милет» работает, это национальный канал, но он работает на двух языках, на крымско-татарском и на русском языке. Наш проект был запущен именно на русском языке, и сегодня наш родной язык, проблемы нашего родного языка мы будем обсуждать на русском языке. И давайте начнем с такого самого, наверное, главного вопроса, каково значение родного языка в современном мире? Я бы начал с крымско-татарского словаря 1292 года, который написан, составлен Феодосией, итальянцами. 1292 год. Он сегодня хранится в одном экземпляре. Сегодня он уже переработан многими учеными и так далее. Вы представьте, 700 лет, больше, чем 700 лет, язык зафиксирован письменно, в словаре, с переводом на три языка, там, латинский и персидский. После этого 1312 год, двухтомный словарь Ас-Сиридин Хаяна. 1312 год. Тысячи лексем крымско-татарских. И так далее, и так далее. И, наконец, в 1644 Николас Вицин был в Крыму и собирал крымско-татарскую лексику и издал отдельной книгой в 1692 уже печатный текст. Крымско-татарско-голландский словарь. И так далее. Там очень много до революции вышло словарей. Этот язык во всем тюркском мире сегодня как памятник, вот такой лексический памятник, богатство, там и культура, там и наука, потому что там терминология, названия там разных предметов, быта и так далее. Вы представьте, если бы не было
зафиксировано лексически наш язык вот в эти времена, мы бы сейчас гадали, как назывались украшения, которые вот для лошади на шее, для лошади на лобную часть, для лошади на седло. Все эти слова, кроме того, посуда, кроме того, насекомые, птицы и так далее, и так далее. Вы возьмите, вот Шахин Гирай, когда выезжал из Крыма, я говорю сейчас о 1787 году, в Керчи грузили 2 корабля с его вещами для отъезда. И вот грузили, ну, как бы сказать, ну, вещь, наверное, трудно сказать, потому что это 2 птицы. И у него на глазах появились слезы. Название этих птиц сегодня вы никогда в словарях не встретите, потому что это масть сокола. Каждая масть называлась отдельным словом. Я это к чему говорю? Кёппен здесь работал в 1830-х годах и так далее, и так далее. Сотни тысяч лексем, вот если все собрать, зафиксированных, богатейший язык тюркский. И он, между прочим, в 13 веке считался лингва франка, потому что он на 3000 километров распространялся почти одинаково, один и тот же язык. И сегодня поэтому наш памятник, Кодекс Куманикус, его изучают многие тюркские народы как свой родной памятник, как свой родной лингвистический памятник. И я хочу сказать, если мы это утеряем, мы утеряем культуру, мир утеряет культуру, мир утеряет определенный цвет языковой, культурный. Поэтому те, кто понимает, что это такое вообще, они культурные люди, воспитанные, ученые люди, они не могут пойти на то, чтобы это было утеряно. Они будут способствовать, чтобы это хранили. Да, идея у тебя, вот смотрите. Да. Я бы, наверное, даже добавить хотела, Исмаил Асанович. Ну, это Солхат, Эскахрам, не Феодосия, Кодекс Куманикус. Нет. Это Феодосия, это море, там были Грузии. Я вот в другом направлении хотела бы, чтобы наш разговор продвинулся. Вот Исмаил Асанович нам сказал про такую академическую составляющую, про мировоззренческую составляющую, насколько важно нам сегодня сберечь родной язык. Вот что нужно сказать ребенку, который вот только-только начинает разговаривать, только-только, возможно, пошел в детский садик, в школу, почему ему нужно знать родной язык? Потому что он крымский татарин. Этим определяется все. Если ты родился крымским татарином, то в первую очередь ты должен владеть родным языком. Без знания родного языка ты недоличность. Вот я не хочу никого обидеть, но если человек, представитель определенной нации, не владеет родным языком, он, оговорюсь еще раз, никого не хочу обидеть, но он в любом случае сам чувствует свою неполноценность. Ему неудобно, он не понимает, он не может поддержать речь. Его вины в этом нет. Я сегодня даже не могу... Вернее, я могу объяснить, почему мы к этому пришли. Давайте мы немножко вернемся в довоенное время. Почему у нас не было проблем в довоенном Крыму с нашим языком? Исмаил Асанович обозначил четко все вот замечательные словари. Кодекс Куманикус – это действительно наша гордость. Это то, чем крымские татары на несколько веков вперед должны гордиться и не забывать, что это наш, прежде всего, памятник. Здесь... Я даже должна сказать о том, что видный ученый, академик Кенизбай Мусаевич Мусаев, он говорил, вам, крымским татарам, нужно называться куманами, потому что вот этот вот словарь, он и указывает на то, что это ваш язык. В этом словаре, немножко отойду от темы, есть еще и религиозная лексика, Исмаил Асанович. Есть, конечно. Это еще более... увеличивает ценность этого словаря. Ну и я не могу еще обойти внимание Махмуда Кашгарского. Это 11 век. Если здесь 13, то наш язык зафиксирован еще в 11 веке. Ну и, безусловно, Василий Васильевич Радлов. Опыт словаря тюркских наречий. То есть, опять же, возвращаясь к академической части, словарей много, жизни у языка сегодня, к сожалению, как таковой, не могу сказать, что нет совершенно, но она очень слабая.
Что мы должны сделать для того, чтобы исправить эту ситуацию? Можно Очень я добавлю комплексный вопрос. вот, Исмаил к Александрович, Эдие Ханум? Там получается как? Если сегодня на Земле сколько там тысяч языков, из них стремительно теряется, чуть медленнее теряется и так далее, теряется вместе с языком цивилизация. Безусловно. Вы представьте, что мир разрушится без разнообразия. Он создан разнообразно. И разнообразием существует, в том числе культуры, языки и так далее. А язык – это цивилизация. Исмаил Александрович, ну у нас же должна быть еще и внутренняя какая-то Ну, это энергия для естественно. того, чтобы сохранить Это естественно. наш родной язык. Вот что мы для этого должны сделать? Вот смотрите, вот внутреннее содержание у меня, допустим, есть. Нету внешнего. Где его применить? С кем применить? Когда применить? Как применить? Нет условий сохранения языка. Хорошо, что мешает в быту говорить? Это другое. Почему? Потому что это быт. Я говорю о чем? Если бы этот язык нормально изучался в школах, в определенном нормальном объеме часов, и дети, и взрослые, и те люди, которые учились, которые учатся, они бы могли нормально владеть. Вы возьмите вот про быт, я скажу вам, добавлю. Вы говорите о семье, Да. о быте. А вы попробуйте поговорить, допустим, о географии. Уже не можете. У вас нет терминов, терминологической базы, исторической, географической. Я говорю только гуманитарной, не говоря уже о, естественно, научных предметах и так далее. Поэтому ваш лексикон сильно ограничен. Он, естественно, будет теряться язык, потому что он в таких рамках, где нет возможности выжить. Возможность выжить – это должны быть определенные рамки. Поэтому я всегда пропагандирую что? Вот мы сейчас разрабатываем в нашем КИПУ, разрабатываем терминологические базы нашего языка касательно разных наук. Опираемся в основном на лексику довоенную, потому что в то время все-таки достаточно много наук проходилось на крымско-татарском языке и выработалась определенная терминология. И поэтому, если мы хотим сохранить язык, то мы это должны учитывать. Он может сохраниться при определенных условиях. А если мы хотим просто говорить и больше ничего, это правильно, бытовой язык. Нет, минуточку. Бырын. Ребята, мы без бытового языка никуда не двинемся. Ну, это понятно. Для того, чтобы изучать язык дальше, начальный уровень владения должен быть обязательно. Если ребенок не привык, если его ухо не привычно к родному языку, он не сможет изучать ни термины по географии, ни по химии, ни тем более по физике. Кстати, я думала, что уже, наверное, за такой период времени КИПУ могли бы разработать терминологию по всем вышеназванным дисциплинам, да? Вы думаете, что у вас нет факультета? Это как? Вы думаете, что у вас нет факультета У крымско-татарского? нас факультет есть, но у нас нет НИИ. На минуточку. Да. У нас нет научно-исследовательского института на он у вас сегодняшний был? момент. Куда вы его Это дели? была лаборатория. Это не был научно-исследовательский институт. Вы потеряли кафедру крымско-татарской литературы. Кафедру крымско-татарской литературы. То, что могло держать как-то хоть немножко у вас какую-то базу языка. Почему мы ее потеряли? Почему? Потому что крымские татары, вот я сейчас буду говорить крамольные вещи, они не хотят изучать родной язык. Почему они не хотят изучать родной язык? Потому что нет закона, регулирующего функционирование крымско-татарского языка как государственного. Что это предполагает? Это предполагает изучение языка, начиная с сада, начальная школа, школа и без исключения все высшие учебные заведения Крыма, в которых должен преподаваться крымско-татарский язык. Если нет вот этого полного погружения в атмосферу, в среду крымско-татарского языка, мы не сдвинемся дальше. Мы можем сколько угодно об этом говорить. Но отсутствие такого на сегодняшний день закона не говорит о том, что мы должны сидеть сложа руки. И я опять же должна подчеркнуть, что молодежь сегодня, они работают над этим, они
Я не знаю, что определенные исторические события служат толчком. Люди вспоминают, что они крымские татары. Они хотят говорить на крымско-татарском языке. Ну и слава богу, неважно, какие причины их к этому подвели, главное, что у них появилось желание. Наша задача сегодня – помочь им в изучении родного языка с теми посильными силами, которые у нас есть. Что в наших руках есть. Мы можем сегодня, тот же Госкомнац может решить ту проблему. Я неоднократно говорила об этом. Титры на крымско-татарском языке под каждой русскоязычной передачей. Не говоря уже о том, что 80% контента телеканала «Миллет» должно быть на крымско-татарском языке. А все остальные круглосуточные каналы, которые ведутся по крымскому телевидению, они должны переводиться на крымско-татарский язык, чтобы люди, они невольно будут понимать. Это не навязывание, нельзя навязать язык, это сложно. Когда человек... С тем, что сейчас среди крымских татар есть определенная часть людей, которая в принципе не понимает родной язык. Есть. А мы же не можем их оставить без контента. Есть, но они... Ну это как? Это не как у Ремарка, да? Откуда они появились? Это не то. Вот я к чему веду эту всю свою долгую речь. Вернусь немножко на 10 лет назад. Я помню случай, когда я разговаривала с мамочкой, которая привела свою дочь, абитуриентку, поступать в университет. И когда в разговоре я предложила, что ну вот есть крымско-татарское отделение, можно изучать родной язык, это поможет вам. Поможет почему? Девочкам особенно, потому что воспитанием детей занимается мама. А если мама не сможет привить ребенку любовь к родному языку, то остальным это сложно будет сделать. На что мамочка мне это с такой вот даже гордостью сказала: о чем вы говорите? Она даже не понимает крымско-татарский язык. Почему мы к этому пришли? Есть такой термин в психологии – токсичный стыд. Вот что это такое. Когда люди стыдятся того, что они говорят на крымско-татарском языке. Результат сегодняшнего невладения языком – это тоже как одна из составляющих. Люди стеснялись говорить на родном языке, говорить на своих диалектах стеснялись и так дальше. Естественно, сокращение, оно вызвано тем, есть спрос, есть предложение. Нет спроса, нет предложения, Исмаил Асанович. Можно я добавлю? Да, пожалуйста. Вот, например, Эдия Ханум. До войны люди учились на родном языке, 300 с лишним школ, до 10 класса и так далее. Естественно, эти люди, которые наши отцы, которые деды, учились на родном языке, они знали язык нормально, они на нем говорили, и мы их дети. Мы их дети уже не учились в школах на родном языке. Уже мы не учились. А наши дети тем более. Поэтому эти мамочки, эти папочки, которые не могут говорить, это не от того, что они не хотят или там не модно, а от того, что они оказались в таких условиях, когда для них стало невозможным владеть языком. А когда человек плохо владеет языком, не может выразить мысль, не может подобрать слово правильное, естественно, он стесняется этой ситуации и переходит на тот язык, который он знает, на котором он учится и пишет. Исмаил Александрович, Да. смотрите, проблема есть, она Есть, очевидна. Они много говорят на самых разных уровнях. Теперь мы должны понять, что нам с этим делать. Что сегодня конкретно, вот в том числе на вашем уровне, на уровне вашего НИИ, делается для того, чтобы эту ситуацию выровнять и вывести в прогресс? Я вот одну мысль хочу уже, может быть, повторить, потому что я лично, вот как практик, человек, который постоянно ведет занятия, пишет статьи, книги и так далее, у меня выработалась такая мысль, что сегодня думать о том, что в школах кто-то выучит язык, и таким образом мы сохраним, это неправильно, потому что во многих школах проходят неделю один раз или максимум 2 часа в неделю. Это невозможно. Теперь, раз мы на школы не надеемся, теперь, значит, у нас единственное, что остается, что хотя бы на сегодня поддержать, вызвать интерес, поддержать сохранение. Вот 3-4 года назад мы начали одну программу. Я думаю, что она реальная, и сегодня эту программу можно применить. Много учителей у нас свободных, которые
сегодня не заняты преподаванием. Но они окончили вузы. Среди них, может быть, и с красным дипломом, владеющие языком. Сотни таких людей могли бы, Эдия Ханум правильно сказала, если бы Госкомнац обратил на это внимание, потому что на это никто внимания не обращает. Специальное внимание никто не обращает. Если бы обратил внимание, что надо сохранить язык, это значит, надо организовать какие-то мероприятия, беседы, чтобы там могли участвовать люди. И старые, и молодые, и женщины, и мужчины, и дети на этих мероприятиях. Эти мероприятия проводить, естественно, на крымско-татарском языке. И таким образом 1,5, 2, 3 часа общаться. И так, если в неделю раз хотя бы или два, то я уверен, что эта масса людей, которая будет посещать эти мероприятия, они заинтересуются. Они как-то возбудятся. Начнут, может быть, и самостоятельно. После того, как возникнет интерес, человек начинает самостоятельно покупать какие-то словари, книги и самостоятельно продолжать развивать свой интерес. А других вариантов не вижу, потому что сейчас увеличение часов в школе, этим никто не занимается, это никому не надо. И так далее. То есть язык, когда говорят, вот в быту надо говорить на родном языке. Мне очень интересно, как человек может говорить в быту, за всю жизнь ни одного урока на родном языке не пройдя. Ни одного слова никогда не написав на своем родном языке. Ну, он скажет там баба, она, рале, 3 слова. Извините, а многие вообще ничего не скажут. Это я вам говорю. Вообще ничего. Это большой процент людей среди крымских татар просто не говорят. Я добавлю. Исмаил Асанович, как вы думаете, откуда я знаю крымско-татарский язык? Вы дочь человека, который учился в Крыму на родном языке. Ни отец, ни мать не получали у меня образование в Крыму. Они родились... Они закончили школы в Костроме на русском языке. Прекрасно моя мама владела русским языком. Можно гораздо добавить? лучше многих русских. Но она всегда говорила с нами на таком крымско-татарском, который ей привили ее родители. Она попала в Кострому, когда уже знала язык. Она родилась в Крыму. Она была в этой ауре, в языковой. 6 лет. Да, в 6 лет вполне формируется языковая среда. Но если вы говорите, что нет образования на крымско-татарском языке, то человек... Вы третируете. Я не третирую. Мы не должны вот это все спускать на тормоза. И ответственность, да, ответственность на родителях, она обязательно есть. Идея у тебя, Исмаил Асанович, смотрите, тут у нас 2 представителя вуза, да, такого академического направления. В глазах общественности огромная ответственность лежит в том числе и на вас. Безусловно, да. Я с себя ответственности не снимаю. Скоро очень такое важное ответственное время для всех абитуриентов, для родителей в том числе. Как раз вот в это время все ребята определяются с будущей специальностью. Вот давайте вот в этой плоскости больше поговорим. Идея у тебя. Насколько проблематично сейчас сегодня обстоит дело с набором ребят? И давайте так откровенно скажем, что определенные сложности есть. Есть, безусловно, не только с крымско-татарским языком, но и с другими специальностями. Вот мы с Мируджа всегда тоже об этом говорим по инженерным специальностям. Он тоже, у него накипело много. Такая же проблема, но тем не менее, если мы говорим сегодня о направлении крымско-татарский язык, крымско-татарская филология, почему так происходит? И вот что вы на своем уровне делаете, может быть, по линии профориентации, либо по каким-то другим направлениям, для того, чтобы вот этот стимул появился у людей? Учить родной язык. Ну, я думаю, причиной явилось все вышесказанное нами до сегодняшнего момента. У нас сегодня очень эмоциональная беседа с Омой Хайрло. Нормально? Да. После пандемии. Видимо, да, мы все-таки озабочены этой проблемой, и это хорошо. Сегодня существует такой момент в образовании – междисциплинарные связи, да? И для того, чтобы нам хоть как-то простимулировать интерес крымских татар, прежде всего к крымско-татарскому языку, мы в качестве дополнительной специальности включили английский язык. Вот чтобы не было у детей такого, наиболее часто задаваемый вопрос, а куда я пойду работать? Я не говорю, что экономисты сегодня заканчивают и их с распростертыми объятиями ждут. Да. Юристы, посмотрите, с каким количеством их выпускают ежегодно. Они все обустраиваются.
Нет, однако об этом никто не говорит. Говорят о том, что ну куда я пойду с крымско-татарским языком? Да, с крымско-татарским языком возможно, но я все-таки надеюсь на лучшее, я оптимист в этом смысле. Я думаю, что эта ситуация, она выправится. Не может быть иначе. Потому что мы, крымские татары, это как составляющая Крымского полуострова. Мы часть души этой земли, соль этой земли. Естественно, будучи таковыми, мы должны знать родной язык. И дети должны это понимать, и они будут это понимать. Ну так, а дополнительный язык, для того, чтобы у них возможности трудоустройства были шире, естественно, английский язык даст им такие возможности. Преподавание в школе и так дальше, переводческая деятельность. Я думаю, сегодня детям нужно обратить на это внимание и быть предельно внимательными. Наша приемная комиссия в этом году будет работать в дистанционном формате. Поэтому здесь нужно отслеживать информацию. Я всегда на всех площадках оставляю свой номер телефона. Если дети, возникают какие-то вопросы у абитуриентов, каким образом все это будет происходить, я всегда на связи. Можно позвонить и уточнить, если вам что-то непонятно на сайте. Сегодня приблизительно я могу сказать, как будет проходить прием, к примеру, на нашу специальность. Крымско-татарский язык и литература, английский язык. Это 2 обязательных ЕГЭ, русский язык и литература, и профильный экзамен крымско-татарский язык в виде теста. То есть ребята, скорее всего, это сейчас на стадии обговаривания, но я так думаю, что мы все-таки к этому придем. Они, находясь дома, пройдя все этапы регистрации, сдачи заявлений и так дальше, им будет в 3-уровневом варианте представлен тест. По критериям оценивания, естественно, каждый из уровней будет оцениваться по-разному, в результате которого они могут набрать 100 баллов. 40 из них – это уже проходной балл. То есть, таким образом, они могут принять участие во вступительной кампании. Нужно только захотеть и не упустить время. То, что сказала Эдия Ханум, у нас давно существует крымско-татарский английский, крымско-татарско-русский, крымско-татарско-турецкий и так далее. Давно. И я добавлю, Эдия, у нас, когда мы открывали вот это еще в 2000-х годах, крымско-татарско-английский, 14 человек на одно место был такой конкурс. И тогда, естественно, выбор был людей других, студентов других, и качество другое было. И, естественно, эти выпускники, сегодня многие кандидаты наук и так далее. Вот, исходя Многие из за этого, границей, к сожалению. Да. Ну вот те, кто к нам поступает, естественно, у нас больше возможностей. Больше, потому что сам вуз создан для того, чтобы было больше возможностей. Там и журналистика, да? Язык, там и живопись, музыка национальная и так далее, и так далее. То есть те, кто поступает к нам, имеют очень широкие возможности, тем более, если они могут поступить на несколько специальностей, то есть учиться сегодня же это возможно. И можно быть вот таким широкопрофильным Исмаил Уджал, смотрите, работником. Вот сейчас тысячи семей, тысячи ребят пытаются определиться с будущей специальностью. Да. Что вы можете сказать в пользу филологии? Настолько много пользы филологии, начиная от театра, радио, телевидения, в том числе. Я уже не говорю про школу, не говорю про ученые степеня, не говорю про газеты, журналы. Столько много есть ипостасей, где можно применить свои знания филологические, особенно сегодня. Поэтому я думаю, что никто не пожалеет, если он поступит к нам, и, кроме того, если будет серьезно заниматься. Это очень было бы здорово. Сегодня вы посмотрите по миру, как развивается вот эта гуманитарная часть знаний. И как сильно зависит мир от этой гуманитарной части. Уже пришло осознание того, что, знаете, вот эти высокие технологии, это, конечно, очень хорошо, но гуманизация знаний приводит нужна еще к душа. очень плачевным результатам. Да. Чтобы оставаться человеком. Вступительная кампания у вас как будет проходить? Есть уже понимание? Ну, это, наверное, это особенный разговор. Я приблизительно могу сказать. Вступительная кампания тоже, как вот Эдия Хан сказала, в онлайн-режиме. То есть без присутствия. И
И у нас тоже разрабатываются тесты. Недавно я еще сдал свои разработки тестовые. И там специальностей много у нас, начиная от крымско-татарско-английский, крымско-татарско-русский, крымско-татарско-турецкий и крымско-татарско-украинский. И еще какие-то есть направления журналистики отдельно сегодня шикарно развивается у нас. То есть большое поле для филологов. Да. Идеуджа, этой весной мы вступили в такую форс-мажорную полосу, что называется. Пришлось системе образования переключиться на дистанционное образование, на обучение, хотя к этому постепенно шли, но так как-то резко у нас это произошло ввиду вот этой угрозы, которая перед нами нависла. Как вы этот этап проходите? Сложно. Мы проходим этот этап сложно. Это трудно. Мы привыкли работать в контакте со студентами, в первую очередь. В этом, наверное, и есть вся прелесть преподавательской работы, когда ты воочию можешь передать. С другой стороны, я думаю, возможно, здесь причина кроется еще и в том, что мы недостаточно качественно технически оснащены. Вот. Если бы и у студентов, и у преподавателей, у всех была возможность выходить в онлайн-режиме, причем в качественной связи, когда вопрос-ответ, визуально, не когда ты строчишь это все за компьютером, да, вплоть онемения руки и так дальше, да, всем нам знакома эта ситуация, а когда ты визуально общаешься, тогда, возможно, это было бы, ну, как мы видим примеры западных стран, там это развито, но ведь и там тоже это не полностью поглощает всю систему образования. Нет такой страны, где полностью вся система образования перешла на дистанционную форму. Это, наверное, все-таки это хорошо, потому что люди хотят видеть преподавателя, хотят общаться с преподавателем. И живое общение ни одна технология, она в любом случае не заменит. Я не представляю, как литературу можно преподавать дистанционно. Когда ты рассказываешь какие-то произведения, сам возбуждаешься, да, читая. И побуждаешь интерес. И так далее. Когда ты рассуждаешь об образах, там, о системах разных, литературных фигурах и так далее. То есть это действительно исключительно живое общение. А иначе, вот говорят же, чтобы сделать человека более человечным, как ты можешь дистанционно это сделать? Ты должна быть рядом, тебя должны просто видеть и чувствовать, и эмоции твои, и беседу твою, и так далее, и так далее. И тогда получается как бы вот перетекающий сосуд. То есть мои эмоции передаются. Человек, который общается со мной долго, это же моя работа такая, он должен уметь сочувствовать, сопереживать. И таким образом становиться более человечным. А человек же не может родиться человеком сразу. Он потом, это же социальный продукт. Он уже в процессе общения с другими людьми становится. Поэтому очень важно прямое общение. И по языку также. И по языку также. Я с мелом в руках столько могу красиво объяснить, чем, допустим, вот просто так. Глядя в монитор. Абсолютно, да. Все-таки доска, ну, допустим, интердоска, когда даже я могу пальцем просто черкать и стирать. Но во всяком случае, тот студент, который со мной рядом, я делаю так, чтобы он проникся этой проблемой. Сделал ошибку, больше он эту ошибку не сделает. Почему? Потому что я рассказываю ему целую историю. Про аффиксы, суффиксы, префиксы, инфиксы и так далее, и как это все систематизировано, и как это все должно происходить. У нас сегодня очень мало грамотных людей по-крымско-татарски. Очень мало. Снова здорово. Видимо, мы крутили, вертели и вернулись. Да, я имею в виду даже те, которые знают язык. Да, язык знают. Даже из тех, которые знают, они недостаточно хорошо его знают. А в письменной речи там еще
другое нужно. Не Вот, паханное. Евгения, продолжая эту тему, вот вы чуть выше сказали про то, что вот пачками выпускают юристов, экономистов, там, да. менеджеров, а филологи это же ведь такой продукт единичный. Это И единичный, да. ответственность на нем намного выше, чем, допустим, представители других специальностей, которых на самом деле очень много. И, Безусловно. А они думают по-другому. да, вот какие ключевые требования сегодня у филолога, какие критерии выдвигаются к филологам на крымско-татарского языка? Ну, во-первых, это человек же не выбирает филологию просто так. Его же что-то побудило выбрать филологию. Он же сам захотел выбрать филологию. Это уже один из ключевых моментов, который помогает человеку адаптироваться в этой среде. Филология – наука тонкая и очень полезная. Я знаю массу примеров, когда люди, имея другое образование, получают филологическое образование для того, чтобы целостность какая-то у них появилась. Филолог, прежде всего, это очень чуткий человек, понимающий человек. Это человек, который любит людей. Потому что филология, как составляющая из языка и литературы, а литература у нас призвана воспитывать все самое прекрасное в человеке, естественно, все это работает на благо развития определенной личности в плане филологии. Да, спасибо большое. Вот, Исмаил Уджа, немножко, может быть, провокационный вопрос, ввиду того, что мы ответили, вот обсудили чуть выше. Есть ли вообще перспективы у крымско-татарской литературы и поэзии? Ну, это не провокационный вопрос, это совершенно нормальный вопрос. И, естественно, есть, потому что пока мы существуем, пока мы себя осознаем как нация, как народ, как нация, как крымско-татарская нация, естественно, без литературы нации не может быть. А Как же она просто будет... вот Кто называется... сегодня пишет произведения Вот, как же она литературные? будет рождаться, Вот вопрос. если Я не давно развиваться? думаю, союз писателей, да? Вот у нас есть союз писателей. Какие произведения сегодня написаны, новые? Все? Вот что-то свежее, какая-то... Есть определенные молодые девочки, да? Они поднимают проблемы мобильных телефонов, очень замечательно описывают это. Детям же интересна современность. Как бы мы ни крутились, Ответить мы можно? все-таки среднее поколение. Да, я прошу прощения. Исмаил Уджа. Я выписываю все, что выпускают крымские татары. Все журналы, все газеты, каждый год. Ни один номер не пропуская, все читаю. Все собираю, складываю. И я знаю точно, что очень много интересных произведений, поэтических, прозаических, современных. Поэтических, да. И еще, нет, и прозаических, исключительно интересных. Это просто надо читать. Я имею в виду, я же все читаю. Теперь конкурсы, вот литературные конкурсы Исмаил устраивают. Александрович, назовите прозаическое произведение, пожалуйста. Сейчас, это... Да. Можно секунду? А это уже провокационно. Нет, потому что я поэзию знаю, да. Вам называть название рассказов? Это люди моего возраста. Чуть помоложе, те, которые пишут хорошие стихи сегодня. Я не могу это не отметить. Да, но мы же говорим о более фундаментальных. «Война и мир» Льва Толстого. Нет, вы это уже другое говорите. Вы другое говорите. В крымско-татарском. Сегодня «Война и мир» и в русской речи никто не напишет. «Война и мир» сегодня никто не напишет. Но, тем не Это менее, была другая, много у них сегодня. И Веллер, и... Да. Так, отвечая на ваш вопрос. Конкурсы, которые проходят по крымско-татарской литературе, допустим, больше 100 участников, откуда они упали? Это в основном молодые про эти конкурсы. участвуют. Я не говорю, что это... Почему-то одни и те же люди из года в год получают награды. Я вроде как отвечаю, никак не могу. Пожалуйста. Очень много людей желает участвовать и участвует, потому что человеческая душа, она как бы вот в этом проявляется. В рассказах, в поэзии, в драматургии, ну, у кого как получится. Без этого не может быть вообще человеческой личности, чтобы который не пытался как-то изложить свои чувства. Это естественное состояние любого человека. И молодых в первую очередь, потому что они влюбляются, им надо как-то это все выразить. Да, очень много литературы, очень много интересных образов. Вот я читаю и газету «Крым», и газету «Ени Дюнья», и там «Авдет», и «Мераба», «Йылдыз», само собой, это литературный журнал. И «Судах Сес» тоже публикует разные интересные материалы. Но я опять хочу сказать, если бы там еще была возможность подучиться,
по-серьезному, естественно, качество было бы другое. Качество вот этих вещей, рассказов, поэзии и так далее. Но то, что не может быть народа без литературы, и не может быть народа без души, ну, и он просто народом не может называться. Это тоже естественно. Да, Идилджа, а смотрите, вот одно дело, когда нахлынули чувства, и ты там что-то выдал, да, в виде поэтического произведения, а другое дело, когда это самостоятельная единица, поэт, писатель, там, прозаик, который всю свою жизнь посвятил этой деятельности и ничем другим больше не занимается. Вот с такой прагматической точки зрения, как мы должны готовить вот таких специалистов, потому что это на самом деле очень кропотливый труд, подготовить автора такого полноценного, самостоятельного. Вот что для этого нужно сделать, для того, чтобы вот это направление у нас все-таки развивалось? Ну, это, во-первых, нужен талант, в первую очередь, у того человека, в котором нужно это культивировать. Я, к примеру, в жизни никогда не смогу написать даже четверостишие. Мне это не дано. А есть люди, которые... У меня студенты есть такие, которые, сидя на паре, могут написать. Такие замечательные. Да, они хромают где-то, что-то, но в любом случае у них складывается. Недостаточное знание языка, конечно, здесь сказывается, безусловно, но в любом случае для того, чтобы нам вот этот момент не упустить, я думаю, что в нашем театре, в крымско-татарском, нужно все-таки пустить синхронный перевод на русский язык для детей, которые вообще не понимают крымско-татарский язык. Таким образом, хотя бы их привлечь. То есть это должна быть специальная программа, да, детская, да, которая рассчитана да, на то, чтобы подтянуть язык. чтобы они могли... В первую очередь их должна заинтересовать картинка, но вот их картинка интересует, а содержание они не понимают. Давайте поможем им понять содержание. А впоследствии, когда они уже появится интерес к родному крымско-татарскому, здесь ведь есть национальное самосознание, безусловно, да? Почему мы идем в крымско-татарский театр? Потому что там, ну как вот я все жду, когда будут ставиться пьесы Умера Ипче, которые будут отражать нашу национальную сущность, а не какие-то переводные пьесы и так дальше. А то, что будет воспитывать во мне что-то прекрасное, чудесное. И вот на вот такое мы должны привлекать наших детей. Здесь все средства хороши. Хотите, переводите на русский, хотите какой-то, давайте сурдоперевод. Но чтобы первая задача – привлечь, а потом уже развивать дальше. Идея Ханум, вот я добавлю. В Москве есть литературный институт имени Горького, который готовит писателей. Туда поступают только те люди, которые пишут, потому что они сдают творческий экзамен. Да? Прозу, поэзию, что-то сдают. Безусловно, да. Поступают. Кроме того, есть высшие литературные курсы, ВЛК. Тоже там же. Есть кафедра художественного перевода, где, кстати, работал Люциан Ипполитович Климович, заведовал кафедрой. Я там поступал в аспирантуру в свое время, но мне не удалось поступить. Я хочу сказать, что специально готовить это уже в другом другой период человеческого развития. Не в самом начале. Там получается как? Вы уже осознали талант, вы уже как бы в этом направлении, и тогда вы поступаете в литературный институт, там вас оттачивают. Да. Вот я слышал лекции Льва Ашанина, там в ВЛК, других писателей, и я видел, как человек, который сам пишет, это мастер, и он объясняет подмастерью, как точить свое мастерство. Это естественно, как и везде происходит. И получается, да, этот талантливый подмастерье учится у учителя, а может быть, его потом превзойдет. Но у нас есть союз писателей, Крымско-татарский союз писателей. Когда был живой Кандымов, он вот, да, проводил такие занятия с молодыми писателями и так далее, с молодыми поэтами. К сожалению, я сегодня не слышу, чтобы такие занятия кто-то проводил. То есть союз писателей ужасно слабо набран, ужасно слабо работает, можно сказать, вообще не работает. Да. И не дают с собой спорить. И вот я с ними иногда хочу спорить, они не приглашают на какие-то дискуссии, к сожалению. И я считаю, что когда был живой Шакир Селимов и ему подобный,
люди талантливые, они требовали такой организации, требовали таких собраний и так далее. А сегодня, получается, никому не надо. Нет, К сожалению. надо. Определенные К сожалению, кучки надо. Да. Не знаю, это как кружок какой-то. Вот кружок, совершенно верно, к сожалению. Спасибо вам большое, я благодарю вас за такой важный разговор. На самом деле язык делает уникальной нашу богатейшую культуру, которой мы обязаны гордиться. И вместе с нашей духовностью, обычаями, традициями язык делает нас теми, кто мы есть. Теперь самое главное – не потерять себя. Спасибо, что были с нами, и до встречи в наших следующих эфирах.